Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о перцах. Неважно, сладких, горьких, это агротехника одинаковая, и условия выращивания этих культур одинаковые. Сразу, конечно, загадку. Вот хочу показать вам, смотрите, какие красивые перчики. Какие красивые перчики в руках, а загадка будет следующая. Посмотрите на эти сорта. О чем забывают блогеры и чего не всегда знают продавцы семян в магазинах. Значит, мы уже перцы посеяли, мы показываем в ролике, как мы сеем перцы. Кто-то уже перцы стимулировал для прорастания. Самый хороший стимулятор, замечу, что это за намачивание перцев в талой воде, и температура, соответственно, поддержание температуры. Эти два приема очень содействуют быстрой схожести перцев. Можно, конечно, на перцах отрезать вот этот клювик, это тоже ускоряет прорастание. Но факт то, что если перцы свежие, семена вообще свежесобранные, то они ведь всходят прекрасно, всходят с щеткой. И вот теперь уже у нас и появляются вопросы. Наши перцы взошли, и они начинают тянуться. Конечно, они тянутся не так, как помидоры, не сильно, но это заметно. Бояться этого не надо. Почему? Потому что если у вас перцы посеяны так, как у меня, и они будут подвергаться пикировке. А будут подвергаться пикировке, значит, они будут засаживаться до семидольных листочков вглубь. Будут засаживаться вглубь. Здесь на этом стебелечке образуются дополнительные корешочки. И раз будут дополнительные корешочки, наша корневая система будет более мощная у наших перцев к моменту высадки. Уже, конечно, перцы будут пикироваться каждый в отдельную емкость. Если у вас такое произошло, например, в кассетах, ваши перцы взяли, вытянулись, тогда, значит, что сделать? Их можно просто-напросто заглубить, посадить в какую-то другую емкость, другие кассеты, но более высокие, чтобы они ушли вниз. И тогда будет, конечно, нормально. Будут у вас дополнительные корни, перцы будут расти хорошо. Но самое основное, конечно, что необходимо сделать для того, чтобы перцы не вытягивались, это два приема только содействуют. Первый прием – это досветка. Потому что досветка перцев, если они у вас так тянутся, значит, им не хватает света. Досвечиваем перцы наши. Обычные лампы дневного света повесили над нашими перчиками и включаем на 14 часов. Включили, это буквально неделю подержали, уже наши перцы все потемнеют и тормознут в росте, перестанут вытягиваться. Некоторые, конечно, тут спешат скорее брать эти перцы, пикировать. Я не советую, потому что все перцы лучше приживаются, когда 2-3 настоящих листика. А это у нас произойдет не раньше, чем через 2-3 недели. Потому что у перца один листик образуется за неделю в начале роста. 1 неделя, 1 листик. Следующее, что еще очень хорошо помогает, но не всегда есть возможность это сделать, это понизить температуру. Температуру понизить 22-24 градуса. И, соответственно, сократить полив. Потому что при пониженной температуре полив вы можете вызвать вспышку болезней. Поэтому пусть будет суховатые, но при пониженной температуре. Что может подойти? Если у вас есть застекленная лоджия, там балкон застекленный, и там температура где-то днем бывает 22-24 градуса. Все, выносите хотя бы на день. На ночь забирайте в тепло свои перцы. Даже такая перемена условий выращивания день-ночь, температурные режимы упадут, перцы наши перестанут вытягиваться. Дальше это понятно. Мы уже понизили температуру, сделали освещение, перцы наши не вытягиваются. Теперь мы терпеливо будем ждать до тех пор, пока наступит пикировка наших перцев. Перед пикировкой нашу рассаду надо обильно пролить. Проливаем обильно рассаду, значит, мы меньше повреждаем корневую систему, и растения имеют тургор, соответственно, лучше приживаются. Наши перцы, первое время надо притянить, и на неделю они останавливаются в росте. Они не растут, они просто сидят на месте. Кормить удобрениями их в эту пору, конечно, нельзя, потому что вы сделаете только хуже. Корни не подросли, а вы уже начинаете их кормить, обжигаете корешочки, и перцам будет еще хуже. Выход, конечно, есть. Выход очень простой. Сейчас же очень активно используются аминокислоты. И оказалось, что аминокислоты улучшают фотосинтез, то есть листики у перцев становятся темно-зелеными. Потом аминокислоты стимулируют рост корней и скорейшее образование листьев.
Так что как бы это стимулятор. Ну, конечно, самый простой аминокислота, которую можно сделать в домашних условиях, это бульон из мяса с костями. Эта водичка – это ее самый прекрасный биостимулятор. Я в последнее время перешел на готовый препарат – биостимулятор. Он полностью натуральный, производится из ростков солода и выжимки торфа. Бульон содержит только аминокислоты. А биостимулятор – это не только высокая концентрация аминокислот, но и содержит 3 важных гормона роста. Перцам важен хороший старт. Это залог высокого урожая. Если мы регулярно уносим биостимулятор, растения находятся в постоянном тонусе, растут быстро и крепко. Одной бутылки не хватает на весь сезон. Не только на перцы, но и на другие растения. Если вам важна гарантия здоровых растений и экологически чистого урожая, пользуйтесь биостимулятором от Profit. Кстати, этот препарат отлично подойдет для выживания умирающих растений. Полив им в прошлом году перцы после пикировки, я отметил, как быстро они пошли расти и стали еще мощнее. Почвогрунт для пикировки уже должен быть более питательный. Сеяли то мы такой бедные почвогрунты, а для пикировки почвогрунты мы будем делать более питательные. Конечно, за основу можно взять опять же тоже верховой торф или торф в брикет, но что мы обязательно добавим? Добавим биогумус. Уже биогумус желательно добавлять. Перцы, соответственно, будем температуру поддерживать, когда уже они даже они будут приживаться, после пикировки температура должна немного повыситься, должна быть где-то градусов 25, для того, чтобы растение лучше образовывало корни. Нам важно не только, чтобы остановилось, чтобы растет корневая система. А 25 градусов является оптимальной температурой для роста корней наших перцев. Ну, давайте вернемся к загадке. Что я вам показывал? Я вам показывал разные перчики, разные красивые такие, все. Ну и вот говорю, о чем забывают сказать блогеры и не знают продавцы магазинов. Все очень просто. Перцев, как и баклажанов, есть 2 типа зрелости. Первая зрелость – это техническая зрелость, когда еще перцы зеленые, набрали уже свой рост. А это происходит как? 30 дней перцы набирают свой размер. 30 дней набирают свой размер, 30 дней перцы растут. И еще 30-40 дней перцы зреют. Поэтому тоже как бы от того перчика, как он зацвел, и до тех пор, пока он созреет, проходит где-то 70 дней. 70 дней, чтобы мы могли иметь зрелые перцы. Так вот, это самое. Все производители, значит, поскольку перцы уже в технической спелости, они все съедобные и по утверждению содержат очень много витаминов, гораздо больше, чем зрелые. Все производители на этих на пакетиках пишут, созревают на 120-й день. На 110-й день. И наши многие огородники очень-очень радуются, очень довольны, думают, что перцы даже как быстро развиваются, обгоняют даже помидоры. Будут раньше помидор. Да, зеленые будут раньше помидор. Кстати, это же касается и баклажан. Баклажаны стали фиолетовые, значит, техническая спелость наступила. А до биологической спелости что надо добавить? 30-40 дней. Поэтому что получаются очень интересные вещи. Что если ранний перец созревает, например, на 110-й день, добавьте 30 дней или 40 дней, это выйдет где-то 150 дней. То есть первый красный перец вы получите у ранних сортов и ультраранних сортов не раньше, чем через 5 месяцев. Далее. Следующая группа сортов идут 150 дней. Где-то там 140-150 дней. Добавили 40 дней, 180 дней. Уже через 6 месяцев появится у средних сортов. А у поздних сортов, значит, техническая спелость может наступить 160-170 дней. Добавляем 40, получается 210. 7 месяцев. Вот в чем причина ваших недоборов урожая. Многие смотрят на первую циферку и радуются. Потом приходит осень, вы собрали 2-3 перца с кустика, на перце появляется масса цветов, масса завязей, но, увы, время уже утеряно. А из-за чего это происходит? Из-за того, что вы поздно посеяли свои перцы. Вы урожай не добираете, потому что перцы культура длительное созревание, даже 70 дней срок плодоношения. Поэтому 110 плюс 70
получается сколько? 180 дней разных сортов до конца плодоношения, 6 месяцев. Средних сортов 150 плюс 70, 220, более 7 месяцев. Поздние сорта 170 плюс 70, 240, 8 месяцев. Вот и смотрите для своих условий. Я рассказываю для условий Беларуси, как бы эти цифры. Но они действуют в любом регионе. Соответственно, если вы живете где-то в южных районах, там России, Украины, Молдове, значит, ваши перцы могут даже и поздние сорта вырасти, даже в открытом грунте. Чем более севернее, шансы на выращивание перца уменьшаются. Тем более, что при температуре плюс 15 градусов перцы начинают что? Тормозить в росте, они стоят, они не растут, пыльца не жизнеспособная, не завязываются плоды. Поэтому в таком случае знаете, что рисковать не стоит с открытым грунтом. Перцы лучше посадить в защищенном грунте. С весны тут могут быть теплые градки, или та же теплица, пленочная, поликарбонатная, с обогревом, без обогрева. Это вы регулируете для того, чтобы собрать максимальный урожай с ваших перцев. А если вы будете просто ориентироваться на те сроки, которые блогер указывает, что оптимальная рассада плюс оптимальные сроки высадки, с перцами такая работа не срабатывает. Поэтому садите хорошие сорта, тратите много денег, а результат плачевный. Из-за того, что в холоде перцы не растут. Хотя они так не повреждаются, как эти помидоры фитофторы, но роста нету. Поэтому учтите эти нюансы. Но купить различные семена перцев, а также различные биопрепараты и семена других овощных культур можно в наших магазинах «Процветок». До новых встреч!